Ще одного гостя долучаємо до нашого ефіру. Разом із нами на прямому зв'язку Джамбулат Сулейманов, керівник комітету ТОЛАМ по захисту державної основи, засновник Асамблеї чеченців Європи та партії Барт Маршо, історик, публіцист, учасник двох російсько-чеченських війн. Джамбулат, добрый вечер. Попрошу вас уточнить язык, которым вам было бы удобнее с нами общаться. Добрый вечер. К сожалению, я не говорю по-украински, поэтому нам придется говорить по-русски. Хорошо, принято. Знаете, наверное, начну еще с такого общего вопроса. Еще не успела задать его нашему гостю, так что еще одному. С нами на связи также белорусский общественный деятель Франок Вечорка, один из лидеров молодежного крыла Белорусского народного фронта и советник Светланы Тихановской. Будем обсуждать, наверное, еще этот контекст 100 дней войны вот с момента полномасштабного вторжения, конкретно сегодня, и складывается такое впечатление, что Путин думал, что и был уверен, что все будет легко, что он там попробовал, в 2014 году попробовал, у него что-то там получилось, да, и за четверть века он пробовал ввести какие-то войны, но и не сомневался, очевидно, не сомневался в том, что он делает, но его план провалился. Джамбулат, вопрос к вам. Как думаете, почему это произошло? Ну, изначально власть Путина, она строилась на лжи, и эта ложь устраивала россиян. Все началось с лжи того, что чеченцы взрывают Россию. Это был план ФСБ, чтобы привести Путина к власти, неизвестного полковника ФСБ. В итоге власть, которая изначально строилась на лжи, она не могла не прийти вот к такому печальному концу, как то, что случилось в Украине с его режимом. Они вторглись, опять-таки, уже обманывая людей, этот режим стал самообманываться. Они поверили, что украинцев будут встречать с цветами. Но Украина — это все-таки не маленькая Чечня, это большая страна. И они столкнулись с тем, с чем столкнулись. Украинцы показали, что они независимая нация, самодостаточная нация, что они не желают быть под пятой Москвы. Получается, что после действий России в 2014 году по факту Путин сам подготовил украинцев к такого масштабу сопротивлению. Совершенно верно. Удивительный факт, что Путин обвинял Ленина, что он создал Украину. А на самом деле получается, что он сегодня способствует тому, чтобы Украина стала объединенной. Идеологически стала объединенной, потому что мы знаем, были разные полюсы зрения украинцев. Сегодня украинцы едины как никогда ранее. Франок, вопрос к вам также, да, какую ключевую ошибку допустил Путин 100 дней назад, когда пошел на полномасштабное вторжение? Да, он поверил той дезинформации и той информации, которую ему доставляли советники, в ложь, как сказал господин Сулейманов, но он недооценил силу народа. И то же самое, как Лукашенко в 2020 году, он недооценил вот эти протестные настроения, желание людей жить в свободе, и произошла революция, которая удивила всех. И весь мир, и Лукашенко, и самих белорусов. Так и Путин, он думал, что все чиновники купленные, олигархи купленные, Зеленского не поддержат. И тут вдруг появляется многомиллионный народ, который за себя стоит, борется, воюет. И это был его главный просчет, главная ошибка. Он живет просто, наверное, живет в таком чувстве, что на дворе 80-е, 90-е, все еще советские люди в Беларуси и в России, но нет, это уже сформированная идентичность, полноценные нации, которые гордятся тем, кто они есть, белорусы, украинцы. А в его представлении это были те же русские, только вот по-другому называются и разговаривают. И вот это его просчет. Я дополню заявлениями некоторыми, которые я хочу также обсудить. Решили ускорить войну в Украине. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Последний якобы поблагодарил кадыровцев за весомый вклад в войну. Также он определил новые задачи, которые, по его словам, подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Таким образом, Кадыров и Шойгу якобы договорились ускорить войну.
Джамбулат, вопрос к вам. Какова роль кадыровцев в так называемой специальной военной операции по факту войне, которую развязала Россия? Какова роль Кадырова, по вашему мнению? Ну, роль кадыровцев в войне в Украине, она преувеличена. Это однозначно. Факт, что все северокавказцы, мы знаем, что больше всего груз-200, то есть погибших на войне в Украине, возвращается в Дагестан. Чечня, может быть, не так уж сильно и отстает от Дагестана. Есть другие северокавказские республики. Но это связано не с тем, что именно идейно кавказцы противостоят как-то украинцам, или же они поддерживают режим Кремля. Просто так получилось, что кавказцы, кавказская молодежь, она самая такая, можно сказать, не занятая, ну, плюс и физически здоровая молодежь. Она еще до войны оказалась по контракту в частях российской армии, и поэтому так получилось, что именно кавказская молодежь больше принимает участие, вот, скажем, в войне в Украине, чем нежели россияне других регионов. Может быть, более где-то активнее. Но это нельзя сказать, что именно кавказская молодежь она поддерживает политику Путина, что она имеет что-то против украинцев. Таким образом, сегодня Россия она продолжает, уже это стало как бы обычным, сравнивать российскую армию с ордынской, золотоордынской, что она использует народы, воинов народов, завоеванных неких. То есть такая практика есть. Но я хотел бы отметить другую роль чеченцев в войне в Украине. И вообще, вот, как мой коллега отметил, что сегодня на постсоветском пространстве уже сформировались национальные идентичности, и белорусы, и украинцы, и казахи, все они уже себя осознают созревшими политическими нациями и никоим образом не рвутся обратно в какое-нибудь содружество России. И вот именно этого не мог понять Путин, потому что его политика, она не направлена в будущее, она повернута назад в историю. Он ищет какие-то объяснения. Вот он считает развал СССР это геополитической катастрофой конца 20 века. Он ищет этому объяснению. Он видит себя собирателем русских земель, восстановителем Российской империи. Вот это все вот это царство кривых зеркал в истории, повернутой назад, чеченцы смогли помочь всем другим народам постсоветского пространства, всем другим народам, которые сегодня самоопределились как самостоятельные государства, самостоятельные нации, тем, что как минимум на 20 лет чеченцы на себя оттянули взоры российского истеблишмента, и его все политические устремления, они уперлись в противостояние чеченского народа. Не решив вопрос в Чечне, Россия не могла приступить к тому, чтобы возвращать бывшие республики Советского Союза обратно в лоно России. И это время было такое драгоценное для других народов бывшего СССР, что они за это время смогли устояться как самостоятельные нации, утвердить свой государственный строй, наладить экономику, ну и все, что сопутствует строению национального государства. Вот этот вклад, который внесли чеченцы, национальное строительство народов бывшего СССР, вот он более весомый, нежели тот вклад, который сегодня старается путинская власть раздуть в лице кадыровских, скажем, бандформирования. На самом деле это и нерегулярные войска, это и необычные части полицейские, это какие-то полицейские части с военными функциями, которым было позволено на территории Чеченской Республики и Российской Федерации несколько больше, чем полагается по законодательству. Вот эта раздутая структура, такое пугало, я не знаю, для россиян сегодня в Украине, в принципе, они не показали какую-то высокую боеспособность. Но вот эта тема, она очень раздута. Всегда все журналисты живо интересуются ролью кадыровцев в этой войне. А я хочу отметить, что именно роль чеченцев в строении национальных государств постсоветского пространства была намного весомее. Да, просто кадыровцы и чеченцы, нельзя между ними, видимо, ставить знак равно, и это надо четко артикулировать. Да, вы так определили и украинцев в том числе как созревшую политическую нацию. Я вот хочу спросить еще у нашего гостя, господина Вечорки. Так, с ним пропала связь, мы ее восстановим. Тогда пока продолжим с господином Сулеймановым общаться. Что помешало России, по вашему мнению, стать вот этой вот созревшей политической нацией? То есть почему, условно говоря, там
у украинцев получилось, у белорусов практически, мне кажется, получилось. Вот об этом я хотела спросить, почему что помешало дожать в 2020 году и сбросить и прервать просто вот это вот правительство нескончаемое оказалось Лукашенко, да? Что россиянам помешало стать вот этой созревшей политической нацией? Ну, Россия, она застряла как бы в истории, я уже отмечал этот факт. Другие нации постсоветского пространства, их идентичность, она строится вокруг своей этничности, так скажем, своих исторических корней. В то время как Россия, она изначально еще с времен Рюриковича, с времен Романова, она строилась как имперская идентичность. На небесах Бог, на земле царь, ну, народ, и вот такая идеология строилась. Эту идеологию в начале 20 века сменила коммунистическая идеология. То есть были другие проекты. А к развалу СССР так получилось, что Россия вообще, она оказалась, что у нее нет никакой идеологии. Есть геополитическое пространство, которое включает в себя массу народов, есть огромный государственный аппарат, но никакой идеологии нет. И поэтому, мне кажется, это главная причина, что Россия не смогла стать таким притягательным центром какой-то идеи, какой-то, ну не знаю, какой-то цели, которую она несет другим народам, соседним народам мира. И в этом она проиграла именно национальным государствам, которые выстраивались вокруг по периметру России. По вашему мнению, вот исходя из того, что мы наблюдаем за последние уже более как 3 месяца в Украине, на что Путин готов пойти в Украине? То есть один сценарий не сработал, второй не сработал, третий. Сейчас, я так понимаю, идет вот эта вот битва за Донбасс, которую мы ожидали после того, как вышли там из первой фазы войны. Есть ли у него какой-то запасной план? Или он будет не считаться с потерями и двигаться по каким-то вновь поставленным целям? С потерями считаться Путин не будет однозначно. Это не только свойство самого лично Путина, это свойство всех руководителей российского государства с исторических времен. Мы имеем колоссальный опыт военных взаимоотношений с Россией, как они могут вести войну, какие методы. То есть жертвами они считаться не будут. Другой вопрос, насколько сам физически и здоровый, готов Путин вести все-таки это с колоссальной нагрузкой на руководителя страны. Потому что война, она сегодня... Нет такого стратегического плана в этой войне. Если и был, то мы знаем, что вот сама спецоперация, она провалилась. А сегодня все идет... То есть нет конкретного плана и есть реакции на какие-то сопутствующие вещи. Поэтому я думаю, что Путин старается выкарабкаться из сложившейся ситуации, но выхода из нее однозначно не будет. Сегодня можно считать, что Россия по факту проиграла эту войну. Вопрос только в том, чтобы украинцы проявили консолидированность и до конца отстояли свою независимость. Если украинцы, найдут в себе силы не затевать в этот период, сложный период, пока идет война, внутриполитические споры, а мы знаем, Украина как демократическое государство, она имеет очень широкий спектр разных политических сил. Сегодня вот зрелость украинской нации будет зависеть от того, как она себя проявит в этой ситуации. Если до конца войны украинский народ проявит консолидированность, то можно говорить уже однозначно о выигранной войне и о конце путинского режима в России. Франк Вечерко вернулся к нам на связь, и вот в контексте нашего обсуждения хотела задать вопрос вам о том, что вот господин Сулейманов говорил про то, что страны, которые вышли из постсоветского пространства, многие сформировались, и во многих вот эти вот сформировалась и созрела политическая нация, и казалось, что в Беларуси произошло то же самое в 2020 году, и эта нация показала себя в протесте, в том, что власть должна быть сменяемой, в том, что они не согласны с фальсификацией результатов выборов, и что они имеют право на свой голос, но что-то пошло не так, наверное, что-то остановилось. Почему тогда не было доведено все до конца в 2020 году? И если бы режим Лукашенко пал,
Могло ли это как-то отразиться на дальнейшем будущем в контексте и белорусско-украинских взаимоотношений и войны, которую сейчас Россия развязала? Я думаю, что если бы Лукашенко пал, то шансы Путина вообще начать такую войну были бы мизерны. Мы видим, что Лукашенко стал, возможно, и ключевым фактором, который и дал эту уверенность Путину, что он может очень быстро выиграть блицкригом. Что касается белорусской идентичности, то Лукашенко уничтожал белорусскость 28 лет. Он пришел к власти под слоганами возвращения к СССР. За его голосовали ностальгирующие по Советскому Союзу люди. Он закрыл все белорусские школы. В Минске нету ни одной белорусскоязычной полностью школы. Только 0,5% студентов учатся на белорусском языке. История Беларуси была полностью цензурирована. Он выкидал писателей, поэтов, всех, кто был неугоден или кто ему лично не нравился. И он надеялся стать президентом Великой России, Союза Беларуси и России. Но Ельцин выбрал не его, Ельцин выбрал Путина. И с Путиным у него с того времени такие конкурирующие отношения, а с другой стороны немножко симбиотические. Они конкурируют, но они нуждаются друг во друге. Но при этом идеологически они очень близки. Для Лукашенко Запад, демократические ценности враждебные. Он их не признает, он их боится. Да, он не любит Путина, но Путин ему ближе по идеологии, по ценностям. Он тоже смотрит в прошлое, тоже смотрит в это время империй и вот от советского доминирования. Но наша нация, она все эти 27 лет Лукашенко, она закалялась не благодаря, а вопреки. Люди путешествовали, объединялись, действовали подпольно, сидели в интернете, изучали историю. И в 2020 году, как вы сказали, это все взорвалось, это все вырвалось наружу. И эти многотысячные протесты, 1,5 миллиона человек брали участие по всей стране, это все был результат вот этого нациотворчества, создавания белорусского народа. И Лукашенко сейчас пытается этого джина назад затолкнуть в бутылку, но у него уже все не получится, потому что народ почувствовал вкус свободы. И сейчас он продолжает репрессии, потому что как только он остановит репрессии, сразу этот дух свободы вырвется на волю, и он это понимает. Я тем временем скажу о том, что в Запорожской области есть сообщение в наших телеграм-каналах о взрывах. Подождем официального подтверждения. Возвращаясь к нашему разговору, господин Сулейманов, вот, знаете, не хотелось бы уделять им внимание, но приходится, поскольку они присутствуют и пришли с войной, в том числе на нашей земле. Я про кадыровцев, да, мы уже с вами поверхностно затронули этот вопрос. Хотела спросить у вас конкретно про Кадырова. Какое значение, по-вашему, он имеет для Путина? Есть ли у них вот это вот спорідненість, сейчас вспомню слово на русском, общность какая-то, да, в ценностях идеологии у Кадырова и у Путина? Ну, Кадырова сегодня многие обозреватели, они его выставляют как самостоятельную политическую фигуру, с чем невозможно согласиться. Это абсолютно противоречит реальности. Кадыров — это абсолютно зависимая от Путина фигура, и он выстраивает все, что он говорит, все, что он делает, выстраивает ровно так, как это запланировано Путиным. На самом деле Кадыров — это, можно сказать, такой альтер Путин, то, каким Путин хотел бы быть в реале, но не может себе позволить в силу таких обстоятельств сегодня мирового сообщества. То есть то, что сегодня себе Кадыров позволяет в Чечне, того же самого, наверное, Путин хотел бы, чтобы он мог бы так бы себя безобузданно как-то вести, стопроцентно как самодержец вести хотел бы себя в России. На самом деле то, к чему он и стремится, к чему он и привел бы Россию, если бы у него был бы такой шанс. Но сегодня он столкнулся в Украине с проблемой, которую он не в состоянии решить. Но это то, к чему он шел, то, к чему он стремился. То есть если бы Путину дан был бы такой век, я не знаю, для деятельности, он, наверное, вот к этому и пришел бы. Ну, обстоятельства бывают выше политиков, выше их желаний. И Кадыров, на самом деле, Кадыров — это тот кадыровский марионеточный режим, это то, что Путин заложил в основу своей власти, на чем, то есть выдернув Чечню из политического конструкта России, путинской России, ее можно развалить. И поэтому особенно внимание у Путина к Чечне.
Сегодня кадыровские подразделения, они были возвращены в Чечню, в связи с чем трудно говорить утвердительно, но очевидно, что в Чечне недавно были такие инциденты, что полицейские там застрелили молодых парней, которые вернулись с Европы, и мы слышали в соцсетях те аудиосообщения, которые рассылает руководитель РОВД, одного из РОВД Чеченской Республики, что сегодня для них также опасны добровольцы, чеченские добровольцы, которые вернулись с Украины. Но добровольцы — это так условное название. Их, в принципе, принуждали к контрактам, кого-то под угрозой того, что они могут попасть под уголовное преследование, кого-то, напротив, освобождали из-под уголовного преследования за участие в Украине. Было принудительное также принуждение к тому, чтобы они подписывали контракт и ехали в Украину. Сегодня в этих людях кадыровская власть не уверена, и поэтому они рассылают аудио, чтобы, если вот те чеченские парни, которые вернулись с Европы, они с ножами набросились на полицейских за поруганную часть их семьи, то они информируют с полицейских, что у добровольцев может быть и оружие. Они имеют опыт войны. И вот эти остережения, мне кажется, они заставили вернуть некоторые части кадыровских подразделений в Чечню. Сегодня идет такая схема, собирается со всей России криминальные какие-то элементы, или добровольцы, или какие-то солдаты удачи. Они все проходят через Центр военного обучения под Грозным, где-то рядом с Кудермесом. Они сформируют смешанные отряды с этническими чеченцами и другими этническими группами, там, я не знаю, северокавказцы, представители народов Дальнего Востока, русские. И вот эта пестрая вот эта толпа, она выстраивается в условно называемые кадыровские отряды, которые сегодня воюют на Донбассе. И вот что из себя, в принципе, представляет сегодня кадыровские подразделения. На самом деле это такое смешанное. Это то, что это Россия в миниатюре, так скажем. То, что из себя сегодня представляет кадыровские формирования. Знаете, хотела вас еще спросить. Недавно, вот буквально несколько дней назад или буквально вчера вышел материал на одном из популярных российских YouTube-каналов про Дагестан и про людей, которые оттуда отправляются в Украину воевать. И вопрос там поднят так, что финансовая составляющая – это главная причина, почему молодые люди из Дагестана едут воевать на территорию Украины. Вы могли бы подтвердить или опровергнуть, действительно ли финансовый фактор настолько важен для многих, кто отправляется на так называемую специальную военную операцию? Однозначно он важен. Я не сказал бы, что сегодня стали подписывать контракты уже по факту случившейся войны, но очень много дагестанской молодежи уже подписали контракты в довоенное время, потому что у них, в принципе, не было никаких других возможностей где-то заработать. По контракту военнослужащий зарабатывает, я не знаю во сколько, но намного раз больше, чем просто военнослужащие. И поэтому огромное количество северокавказской молодежи оказалось в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Таким образом, они попали на эту войну. Это не значит, что они идейно были готовы к этому, что они идейно поддерживают путинский режим. Но сегодня такова реальность, что они оказались в рядах российской армии и воюют. И есть протестные движения на Северном Кавказе, они зреют изо дня в день. В Чечне они были изначально, были видеокадры, где матеря плачут и проклинают власть, отправляющих своих сыновей на войну в Украину. Для Чечни это вообще нонсенс, потому что Чечня — это особая зона в составе Российской Федерации, можно сказать, такой концентрационный лагерь, где не действуют никакие законы. И вот чеченцы прошли 2 масштабные войны, претерпели очень много. 1/3 чеченского народа полегла в борьбе за независимость. И сегодня люди испуганы и уставшие от всего этого. В этой ситуации, когда люди уже открыто выражают протест против того, чтобы их сыновей отправляли на войну в Украину, это дорого стоит именно для Чечни. Но есть такие же протестные акции и в других северокавказских республиках. Я уверен, что они будут расти изо дня в день. Господин Вечерко, вопрос к вам. Хотела еще поинтересоваться вашими размышлениями по поводу вот так называемого политического долгостроя, вот этого союзного
союзное государство, по-моему, так это называлось, вот этот формат сотрудничества между Россией и Белоруссией. Мне кажется, последние годы об этом говорили. В контексте нынешней ситуации и политической в частности, рассматривается ли сейчас такой вариант взаимодействия и слияния России и Беларуси? Ну, я думаю, что, так по-русски, я думаю, что союзное государство, оно уже не актуальное. Сейчас идет вопрос вообще выживания той модели и режимов, которые есть в России и Беларуси, и именно от исхода войны будет это зависеть. Потому что союзное государство создавалось именно как попытка такого мирного поглощения Беларуси, подчинение ее главных секторов экономики, слияние двух режимов в одно. Сейчас, когда просто в Беларуси образовался коллаборационистский режим, который соучаствует уже в войне, уже это союзное государство перестало быть нужным. Да, они могут провести референдум, как в Крыму, и объявить, что мы теперь одно государство, но вряд ли это кто-либо признает, во-первых, в мире, и во-вторых, это точно вызовет бунт, протест, революцию внутри самой Беларуси. Поэтому этот проект можно похоронить. Он и так был фантомный, фиктивный, а сейчас он еще и бессмысленный. Так же самое, как и ОДКБ. Мы видим, что само существование ОДКБ и его использование только там для помощи при разгоне протестов в Казахстане, оно показывает, насколько это бессмысленное образование. Поэтому сейчас результат этой войны, он как раз и определит, какой будет архитектура безопасности в Европе, каким организациям международным будут принадлежать все наши страны, и точно это будет не союзное государство и не ОДКБ. Я добавлю информацию о том, что иностранный легион, если правильно, иностранный легион зашел в Северодонецк, сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай, и сообщает о том, что в городе идут ожесточенные бои. Будем ждать информации и новостей оттуда. Хотела спросить у вас, господин Сулейманов, как вы считаете, определит ли результат этой войны, которую сейчас развязала Россия в Украине, шанс Чечни вернуться к приоритету собственного суверенитета? Однозначно, сегодня на постсоветском пространстве, как я обозначил, ту задачу, которую выполнил чеченский народ, это то, что он дал шанс другим народам утвердиться как самостоятельной нации. Также роль Украины сегодня во всей этой истории, она такова, что она дает шанс всем другим нациям постсоветского пространства стать действительно самостоятельными, независимыми нациями. То есть шел такой эволюционный процесс формирования нации, когда эти народы избавлялись от всего того, что их связывало с Россией. Это был долгий, разные республики в разной степени, это был долгий и сложный процесс. Украина, она проходила его по-своему, но она в силу исторических каких-то обстоятельств, она оказалась в лидерах этого процесса. То есть, начиная с Майдана 2004 года, Украина вырвалась в лидеры этого движения. И сегодня она дает война в Украине, естественно, победа в Украине, она дает шанс всем другим нациям достичь своих целей, достичь окончательной независимости и выстроить совсем другое геополитическое пространство в том пространстве, которое до сих пор занимал Советский Союз до своего развала. То есть мы видим, сегодня формируется другая архитектура политического мира. Нам трудно предугадать именно, какова она будет, потому что политический калейдоскоп, он меняется не всегда так, как его просчитывают какие-то политики мира. Возможно, всякий вариант, но однозначно, как сказал мой коллега, в нем нет места для СНГ. То есть этот проект, он уже показал свою несостоятельность. Этот проект может считать, что все, он закрылся. И цель Путина вернуть величие России, так скажем, в таком имперском своем величии, он провалился. Все. Естественно, чеченцы, все они имеют возможность, то есть по итогам этой войны, приступить к деоккупации своей страны. И иностранный легион вы упомянули, я тоже хотел бы сказать по его поводу.
У меня есть информация, что именно в районе Северодонецка сегодня участвуют и чеченские бойцы, но они находятся в составе разных подразделений ВСУ, то есть украинской армии. И, ну, естественно, есть и другие добровольцы. И не то, чтобы сегодня они должны миру что-то доказывать, свои какие-то боевые качества, но само их присутствие именно вот в этих боях, оно символично. И это важно. Это как-то все-таки рушит ту картину, которую Путин намеренно выстраивал при помощи вот этих картинок, тиктоковских картин кадыровских подразделений. Вот это тоже важно было бы отметить. Война за Донбасс, сегодня украинская армия вот именно в битве за Донбасс, она переходит качественно в другую черту. То есть если под Киевом украинцы показали свою стойкость, показали свое намерение до конца отстаивать столицу, сегодня уже украинская армия она должна качественно меняться. Она должна перерастать в армию наступающую, от армии обороняющейся. И вот именно обратная атака на Северодонецк, на то, чтобы отбить город, который уже был занят российскими войсками, вот это первые шаги, можно сказать, пути к этому. Я хотела вас еще, знаете, чем поинтересоваться. Очень популярно звучит мысль о том, что война против Украины развалит саму Россию. Говорят о том, что, возможно, там Российская Федерация распадется на какие-то отдельные части, выделятся какие-то отдельные республики. Ну, в общем, в таком виде, как она существует сейчас, в дальнейшем она, возможно, существовать не будет. Разделяете ли вы эту мысль? Есть ли здесь место для каких-то конспирологических версий, что, возможно, эта война была затеяна не для того, чтобы захватить Украину, а как раз для того, чтобы развалить Россию? В общем, разделяете ли вы такие мысли? Нет, я абсолютно не считаю, что какие-то там темные силы конспирологические начали войну, чтобы разваливать Россию. Путина же никто не толкал на тот 20-летний путь, который он сам прошел. Это его политическая воля, это его политический путь. К этому он пришел сам абсолютно осознанно, намеренно. Весь его политический путь, он выстраивается вот в порядок стратегии какой-то, который он выстраивал. Он и его команда, может быть, я не знаю. Поэтому я не считаю, что эта война начата именно с намерением развалить Россию. Но по итогам она, я надеюсь, развалится. И есть разные мнения по поводу скажем, России после украинской войны. Кто-то считает, что Россию нужно сохранить вот в тех размерах, то есть в тех границах, которые она существует до начала войны, так скажем, Украины, или до аннексии Крыма, так скажем. Но я не отношусь к тем, кто так считает. Я считаю, что пока Россия находится в этих границах, имперских границах, кто бы ни пришел к власти, будь то Путин, то есть сегодня Запад может надеяться, что другой политический лидер как-то может преобразовать Россию. Я уверен, что Россию в ее нынешних размерах, масштабах, когда она вбирает в себя огромное количество других народов, ее как-то изменить, вывести на демократический путь невозможно. Любой лидер, который приходит к власти в этой стране, он просто столкнется с электоральной потребностью в том, чтобы он усиливал величие вот этого имперского какого-то образования. И эта политика, она будет продолжаться, независимо от того, кто бы ни пришел к власти. Псевдодемократы, псевдолибералы или имперские какие-то силы. То есть сама структура, сама конструкция этого образования имперского, она будет обязывать и новые какие-то политические партии возвращаться опять-таки к своим истокам, к тому, на чем вообще сконструирована сама Россия. Я считаю, что должен состояться демонтаж Российской империи. Вы в том числе историк, и поэтому, наверное, следующий вопрос я адресую к вам больше как к историку. Проводите ли вы какие-то параллели? Похожа ли вам война сейчас, которую ведет Россия против Украины, на какую-то другую войну или на какие-то другие военные действия, которые мы видели ранее? И исходя вашего опыта, в том числе как участника российско-чеченских войн, по-вашему, сколько еще может продлиться эта война? Возможно, мы как-то разделим с вами сейчас это на какие-то этапы, да, активных боевых действий. Наша разведка говорит о том, что активные боевые действия могут закончиться к концу этого года. Дальше война перейдет в какой-то другой статус, скорее всего. Вот прогнозы — дело неблагодарное. Мы не будем прогнозировать, но попробуем разложить, да, какие сценарии вы видите.
Ну, все войны, они, в принципе, чем-то похожи друг на друга. Война, она есть война. Но каждая война, она особенная. То есть у нее есть какой-то особенный ход развития. Поэтому трудно сказать, сравнить украинскую войну с какой-то другой войной. Хотя я уже делал такие попытки сравнивать, как именно подходила Россия к началу войны в Украине. Там действительно были такие параллели, что осознанно или нет, Россия, она, скорее всего, разумеется, неосознанно, она вот аннексия Крыма и события на Донбассе, они подготовили украинский народ, украинскую нацию к тому, чтобы она вела именно сегодня то сопротивление, которое мы сегодня наблюдаем, видим. То есть если бы тогда были предприняты попытки, скажем, аннексии всей восточной части Украины, ну и тогда не было, конечно, таких предпосылок готовности и самой России. Но, может быть, тогда для украинского народа это было бы все намного сложнее. Сегодня за эти 8 лет украинский народ, он все-таки преобразовал, то есть были какие-то осознания вот всего, что с ним происходит, с украинским народом. И это помогло украинцам вести войну так, как они сегодня ее ведут, так, как мир сегодня наблюдает за героической борьбой украинского народа. Поэтому какие-то параллели есть. В Чечне было то же самое. Чеченцам помогло выстоять в новогоднем штурме 94 на 95 год. Это была такая массированная атака на город Грозный, штурм города Грозного. Чеченцам помогло выстоять то, что у чеченцев тоже была подобная ситуация, когда в Чечню запускались подразделения, смешанные с российскими военнослужащими, которые называлось военной оппозицией. Было сражение 26 ноября 1994 года, буквально за 2 месяца до начала масштабной войны. И то, что чеченцы увидели, что танки, российские танки могут гореть как спичечные коробки, как выражался наш первый президент независимой Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев, вот это придало чеченцам самоуверенность в себе, что они могут крушить российские танковые бригады, колонны. И, естественно, вот что-то подобное произошло с украинцами в ходе войны 2014 года. Но как могут развиваться события в Украине? Сегодня я уже, как отметил, первый этап, это важно было. Кстати, в первый день войны, 24 февраля, я выступил на своей странице Instagram и вот сделал такое пожелание украинскому народу, чтобы президент Украины Владимир Зеленский нашел себе силы выстоять, и тогда это воодушевит народ к тому, чтобы также вести сопротивление, выстоять первые 3 дня, и это даст силы убедиться в том, что можно стоять против русских, это даст силы выстоять неделю, а если выстоять неделю, что уже война станет как бы обычным делом для тех, кто ведет эту войну. В принципе, так и случилось. Первая неделя, она была, наверное, самая сложная для украинцев в войне. Но она и показала, что можно воевать против российской армии, что это никакая не вторая армия мира, что это все надуманный, это надутый такой пузырь, миф. И что из наблюдений чеченских войн, сравнительно, скажем, с тем, что было в Украине, по моему мнению, и как историки, и как участника войн, Россия всегда начинает войны из рук вон плохо. Да? То есть все делается наобум. Но есть такая особенность у российской военщины, у российского офицерства быстро адаптироваться к меняющимся ситуациям, учитывать ошибки и находить какие-то максимально эффективные методы противостояния тому, что уже случилось, тому, что уже висит как бы на краю катастрофы. Вот эта способность российского офицерства, она много раз их спасала, российскую армию. Мы такое же сегодня видели и на Донбассе, как они стараются выжить из ничего, выжить из абсолютно катастрофической ситуации, выжить какие-то бонусы в военном плане. Эти попытки мы видим, но они все-таки вот, стратегически они обречены. Нельзя победить в войне, которая изначально, если война имела стратегический проигрыш, какие бы тактические усилия ни принимались, они в итоге не смогут привести к желаемым успехам. То есть Россия в войне в Украине, она обречена. Но мы видим достойные уважения, попытки российского офицерства как-то достойно выйти из этой ситуации, как-то изменить ход событий, выжать все возможное из того, что у них есть как бы в наличии. Вот это то же самое было в Чечне. Вот просто когда они провалили штурм Грозного новогодний, когда они территорию где-то 150 километров с севера на юг проходили в течение 6 месяцев, чеченцы выстроили 3 оборонительные линии, начиная от Грозного,
по линии Аргун, там, Алханюрт, и третья линия была в предгорьях. И когда все эти три линии, чтобы взять все эти три оборонные линии, российской армии пришлось проходить ее в течение 6 месяцев. То есть вы сравните, сегодня война идет 4-й месяц как бы в Украине. 6 месяцев пройти ту территорию, которая сегодня... Это очень маленькая территория. В общем, это очень... Там нету каких-то больших геополитических, каких-то оперативных каких-то там широких просторов. Вот. И сегодня российская армия, она завязла. Единственное, сегодня украинцы, я вижу как, ну это понятно, офицеры, они проходят военное образование и мыслят так, как их учили в каких-то военных учебных заведениях. Но вот если меня спросить, конечно, сегодня я не имею морального права советовать что-то военному руководству Украины. Но если меня спросить, то сегодня они делают правильные первые шаги, когда врывается вот этот батальон иностранный, как сказать, иностранный легион, когда врывается в Северодонецк. Не надо ждать каких-то создания каких-то ударных группировок, бронетанковых колонн каких-то. Сегодня пока еще есть в руках украинцев территории, которые, можно сказать, являются агломерациями такими, ну, то есть какая-то городская застройка с небольшими промежутками от Донецка до самого Славянска и Краматорска, вот насколько я вижу. А дальше уже идут какие-то оперативные степные просторы. То есть нельзя позволить русским, чтобы украинскую армию выдавили с этого места. Это стратегически очень... То есть сегодня ключ к победе и к поражению, он лежит сегодня именно в Донбассе. А перейти в наступление не обязательно требуется, как я уже начал свою как бы, мысль, не обязательно требуются какие-то ударные группировки. Нужно просто создать небольшие ударно-штурмовые диверсионные бригады. Они просто должны просачиваться под покровом ночи или вот это зависит от тактической обстановки на местах, это уже знать самим офицерам, просачиваться обратно в российская армия. Это я вполне вам определенно говорю. Это проверено, это уже было пройдено в Чечне, и это давало успех. Тем более это даст успех именно в вашей войне. Сегодня это просто намного проще, чем ждать помощи от Европы, ждать каких-то поставок. Сегодня украинцы, они уже показали свою способность в открытом контактном бою побеждать российские подразделения. Если эти группы, они сегодня перегруппируются просто, выдвинут своих харизматичных каких-то военных лидеров и выдвинутся вот по тылам российской армии, это просто все сбьет, перепутает все карты российского руководства военного. Вот я это могу вам сказать гарантированно. Я вас попрошу вот совсем коротко еще ответить, как вы считаете, это война на месяцы или это война на годы? Да, кстати, я немножко ушел в другую тему, извиняюсь. В любом случае, я не считаю, что война закончится быстро. Но всегда есть... Мы не можем пророчествовать, мы можем только прогнозировать. Все зависит от политической составляющей. Чисто в военном плане война может затянуться очень долго. Если будет политическая воля, если не случится чего-то, скажем, там в Кремле. И любые изменения, политические изменения в Кремле, они могут резко остановить войну, завершить ее. Но если вот тот режим, который сидит в Кремле, он будет удерживаться, он будет проявлять политическую волю, стабильность, способность как бы держать все под контролем, то эта война может затянуться очень долго. Услышала вас. Господин Сулейманов, спасибо вам большое за интересный разговор. Я думаю, он интересен был и для наших зрителей, и для меня лично. Спасибо вам за то, что вы нашли время присоединиться к нашому ефіру. Джамбулат Сулейманов, керівник комітету ТУЛАМ по захисту державної основи, засновник Асамблеї чеченців Європи та партії Барт Маршо, історик, публіцист та учасник 2 російсько-чеченських війн.